Кыргызская республика расположена в самом сердце Центральной Азии и граничит с Казахстаном на севере, Узбекистаном на западе, Таджикистаном на юго-западе и Китаем на юго-востоке. Здесь величественные горы, прозрачные озера, потрясающей красоты пейзажи и нетронутая природа. Горы занимают 90% территории страны. Это больше, чем в Швейцарии, с которой Кыргызскую республику часто сравнивают, называя раем для любителей активного туризма и просто отдыха на природе. В стране две горные системы – Тянь-Шань и Памир. Вершины высотой более 7000 метров, пик Ленина, Хан-Тенгри и Победы привлекают туристов и альпинистов со всего мира. В эпически красивых горных долинах спрятались более 2000 озер и 40 тысяч рек с кристально чистой ледниковой питьевой водой. Жемчужина среди них – озеро Иссык-Куль, что в переводе с кыргызского «теплое озеро». Оно лежит на высоте более 1600 метров над уровнем моря и никогда не замерзает. Береговая линия озера почти 700 километров. Здесь множество песчаных пляжей, уютных отелей и интересных развлечений. Население Кыргызской республики почти 7 миллионов человек. В столице, городе Бишкек, более миллиона. Мегаполис расположен на высоте 800 метров. Из каждой его точки видны горы. Это хребет Алатоо, ледники, на вершинах которого не тают даже летом. Горы буквально опоясывают Бишкек с юга. И буквально в получасе езды от него есть несколько живописнейших ущелий с речками и водопадами. И национальный парк Аларча. Кыргызская республика – настоящая находка для туристов, любителей приключений и желающих узнать и испытать что-то новое. Через нее проходит знаменитый Великий Шелковый путь. Следуя по нему, можно буквально ощутить дух истории, встретить места, знакомые по описаниям в хрониках и связанные со знаменитыми историческими личностями. Башня Бурана, караван-сарай, Таш-Рабат и Узгенский минарет – только некоторые из них. В Кыргызской республике по сей день чтят ценности кочевой культуры. Сейчас в мире осталось только две страны, где часть населения все еще ведет настоящий кочевой образ жизни. Это Монголия и Кыргызская республика. Кыргызы бережно хранят кочевые ценности и традиции, завещанные предками. У туристов, приехавших в страну, есть уникальная возможность увидеть, что такое кочевой образ жизни, и даже почувствовать себя кочевниками, проведя ночь в юрте в окружении первозданной природы и яркого звездного неба. И совсем не обязательно спать в войлочном жилище на земле. Юрта может быть очень современной. Вы можете выбрать как аутентичную традиционную юрту, так и модернизированную с комфортной кроватью и удобным теплым туалетом. В Кыргызской республике, стране небесных гор, есть множество трекинговых и пеших маршрутов, как для начинающих, так и для профессионалов.
Те, кто не любит прогулки по горам, могут взглянуть на знаменитые семитысячники пики Хан-Тенгри и Победы, совершив вертолетную экскурсию. Потрясающие, захватывающие дух виды и тысячи сказочных фотографий гарантированы. Если вы предпочитаете просто купаться и отдыхать на берегу, к вашим услугам окруженное горами озеро Иссык-Куль с его кристально чистой водой, свежим воздухом и удивительно красивыми пейзажами. Итак, как попасть в Кыргызскую республику? Есть регулярные и транзитные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Алматы, Нур-Султана, Ташкента и Стамбула. Самолеты летают в Бишкек и Ош, южную столицу страны. Летом есть прямой рейс в Тамчи, на побережье озера Иссык-Куль. С точки зрения визовых формальностей, Кыргызская республика – самая гостеприимная страна Центральной Азии. Наша страна имеет безвизовый режим для граждан 64 стран мира. Туристы могут находиться здесь от 7 до 60 дней в зависимости от гражданства. Россияне могут въезжать в Кыргызскую республику без загранпаспорта. У туристов из СНГ не будет языкового барьера. В Кыргызской республике знают и понимают русский язык. Он имеет статус официального. Для въезда в Кыргызскую республику не требуется ПЦР-тест или сертификат о прививках. Туристам доступен любой уровень комфорта. В Бишкеке и других крупных городах Кыргызстана, таких как Ош или Каракол, или на северном берегу Иссык-Куля, есть как пятизвездочные отели, так и хостелы и гостевые дома. Можно выбрать отдых в международных отелях, таких как Хаят, Новотель и Шератон, или местных 4- и 5-звездочных отелях хорошего качества. Трехзвездочные отели и гостевые дома, небольшие частные отели можно найти в больших и малых городах и некоторых деревнях. Это хороший вариант для небольших групп и тех, кто хочет путешествовать в отдаленных местах. Гостевые дома обычно очень уютные и стильные. Но лучший способ приблизиться к культуре и традициям страны – провести одну ночь в юрточном городке. Современные юрточные городки позволят с комфортом разместиться и ощутить всю красоту кочевой культуры. В юрточном лагере Каркара есть юрты с отдельными ванными комнатами и туалетами. В Кыргызской республике вам предложат много культурно-исторических экскурсионных программ. Их продолжительность от 5 до 14 дней в зависимости от ваших временных ограничений и мест, которые вы хотите посетить. Это могут быть исторические памятники, рядом с которыми вы ощутите волнующую атмосферу Великого Шелкового пути. И не только. В Кыргызской республике история гармонично соседствует с природой. Помимо посещения исторических объектов, все туры включают в себя экскурсии и представления, короткие и несложные поездки в горные ущелья с быстрыми реками и умиротворяющими горными озерами и посещение колоритных восточных базаров с их огромным многообразием вкуснейших сочных фруктов, орехов и сладостей. Вы также можете стать частью кочевой культуры. Сохраненные веками традиции кочевников, прохладный и свежий воздух гор, гостеприимный кыргызский народ и вкуснейшая еда из экологически чистых продуктов. Все это вы испытаете в культурно-исторических турах. Юрты и лошади – обязательные атрибуты кочевого быта. И вам непременно будет предложена конная прогулка. И, конечно же, возможность посмотреть различные традиционные конные игры кочевников.
Идеальный вариант для тех, кто любит совмещать легкие культурные поездки с активными экскурсиями. Туры от 5 до 20 дней. И, конечно, есть специально разработанные программы для любителей более длительных трекингов и даже альпинистских экспедиций. Очень популярны активные тематические туры. Это может быть сафари на джипах, велопрогулки или рыбалка. И лодочные прогулки по сказочному Иссык-Кулю, второму по величине высокогорному озеру в мире. Туры могут включать посещение высоких водопадов и короткие пешие походы в горы. Помимо активных экскурсий, вы можете принять участие в различных мастер-классах и шоу. Например, мастер-классе по установке юрты. Или стать участниками традиционных обрядов с нашими алайскими бабушками. И, конечно же, увидеть шоу охоты с беркутами, полюбоваться этой грациозной птицей или даже сфотографироваться с ней на память. У вас будет возможность принять участие в изготовлении традиционных войлочных ковров, ширдаков и алакиизов и приобрести для себя, своих родных и друзей нарядные сувениры из войлока. А для тех, кто жаждет поистине незабываемых впечатлений, предусмотрена вертолетная экскурсия в базовый лагерь у подножия пика Хантенгри. Она позволяет увидеть знаменитые горы всего за один день. Все эти и многие другие увлекательные мероприятия можно добавить в программу любого тура. Просто дайте нам знать, что вам нужно, и мы это организуем. Мы будем рады вас видеть в Кыргызской республике, стране кочевников и небесных гор.